Ребята, сегодня вас мы познакомим с чувашским национальным костюмом. Тут вам представлены чувашские костюмы трех этнографических групп чувашей. Верховых, средненизовых, вот с краю стоит, да, и посередине низовых. Они отличаются друг от друга? Да. Сильно отличаются? Да. А вот чем отличается, например, этот от этого? Цветом. Цветом. Размером. Еще? Формой. Повязкой. Головным убором отличается, да? Еще? Поясом. Поясом отличаются. Еще? Украшениями. Украшениями. И рисунками. Тем, что у них имеются разные рисунки на платьях, да? Либо на фартуках, говорят еще, да? Вот сейчас уж у нас в современном мире не носят такие, но мы, нынешнее поколение, да, подрастающее нынешнее поколение, должны знать наши костюмы и их отличать друг от друга при виде их. Например, одного от другого отличить, да? Сможете отличить, если вам встретится такой наряд? Сможете. А как вы отличите этот наряд от этого? Цвет платья отличается. Пояс. Ну вы уже пояс говорили, да? Еще самое главное отличительный... Какой повязки? Головной убор. Головной убор. Вот это головной убор у средненизовой чувашки называется чалма. Ага. Он повязан вместе с сурбаном обязательно. И он используется в нынешнее время только у средненизовых чувашей. Это чалма и сурбан. У низовых чувашей у нас имеется головной убор тухья. Девичий головной убор. Нагрудные украшения какие отличия есть? Чем отличается этот костюм от этого? Нагрудным украшением. Какие? Поясом. Вот, общие немного есть, да? Нагрудные украшения и еще перевязь, да? Тевей называется он у низовых чувашей. Это костюм низовой чувашки. Это украшение, повязка, да, встречается только у низовых чувашей. Вот это головной убор у низовых чувашей. Это девичий головной убор. А у средненизовых тоже он присутствовал, только он друг от друга они отличались. У низовых чувашей присутствует на головном уборе тухье шишечка такая, да? А у средненизовых ее нет. Вот этим и они отличаются. Еще отличается то, что у средненизовых много бисера, чем у низовых. Тут есть монеты еще присутствуют, а у средненизовых много бисера. У верховых чувашей сохранились такие головные уборы, как масмак, сурбан, который очень узкий и самый короткий. И украшен он мелкой-мелкой вышивкой. Видите, какая мелкая вышивка здесь? Мелкая, да? Платья друг от друга отличаются, ребят? Да. Чем отличаются? Цветом. Еще? Разными узорами. Вот это главные отличительные черты есть. У средненизовой чуваши что есть? На платье? Узор отличается чем? Что есть? Ромбики, да? Есть нагрудные украшения. А у другого платья есть такое? Нет. Нет. У него есть только пояс и фартук. Фартуки отличаются друг от друга? Да. Чем отличаются друг от друга фартуки? Первым она короткая. Она короткая, а тут она длинный фартук, да? У третьего вида отличительные черты среди них какая?
Единственная отличительная черта у верховых чувашей – это полоска на плечах, называется хулжи. Хулжи. А украшение называется ама. Это женское украшение. Вот данные украшения издавали звон и думали предки наши, что этим звоном они могли изгонять злых духов. Защищались они этим от этого, да?